Здравствуйте! В эфире Абхазского телевидения еженедельная программа «Суть дела». 17 октября на территории нашего телевидения произошел взрыв и погиб террорист. О том, что это был террорист, нам сообщили правоохранительные органы. Как человек посторонний попал на территорию охраняемого режимного объекта, вообще об охране режимных объектов и о возможной террористической угрозе мы поговорим сегодня с председателем Комитета по обороне и национальной безопасности парламента Абхазии Фазылбием Авицба. Фазылби Лизберович, я рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте, уважаемые ведущие, здравствуйте, дорогие зрители. Поводом сегодняшней нашей беседы, конечно, случай, который произошел на территории нашего телевидения, взрыв. Этот взрыв правоохранительные органы расценили как теракт. Давайте прежде чем мы начнем нашу беседу, посмотрим, что конкретно говорили представители правоохранительных органов об этом случае. Давайте. Человек, мужчина лет 35-40. Визуальный осмотр, уже больше часа работают специалисты, уже видно, что это террорист, который имел при себе бомбу, начиненную поражающими элементами. Все возможное из того, что там было, что было на месте происшествия было изъято, все это было использовано по максимуму и получили достаточно серьезные результаты. Сегодня что можно озвучить и говорить, что пока по предварительным данным этот человек, который подорвался, его личность установлена, пока по данным наших органов он один. Я думаю, что в ближайшие дни мы получим исчерпывающие ответы на многие вопросы. Я пока единственное, что могу сказать и подчеркнуть, что это не гражданин Республики Абхазия, предположительно, скажем, гражданин Российской Федерации. Пока так. Наберемся терпения. Я думаю, что последствия они будут иметь достаточно положительные для расследования, скажем так, качественного расследования данного уголовного дела. Это единственные детали, которые сообщили общественности. Нам интересно узнать вообще, какова была реакция парламента на этот случай. Нала, я хочу начать с того, что террористические угрозы здесь у нас в Абхазии, они были и есть, к большому сожалению, и рассчитывать на то, что тот взрыв, который прогремел у вас здесь на территории ГТРК, что это последнее, на этом успокаиваться, думаю, что не стоит. Нужно быть всегда бдительными, внимательными для того, чтобы предотвращать и противостоять угрозе. По этому поводу у нас состоялось заседание, где присутствовал в парламенте премьер-министр Республики Абхазия. Безусловно, мы обсудили этот волнующий вопрос, но на самом деле нужно дождаться окончательного следственного действия. Следствие, продолжается, но каким образом посторонний человек попадает на режимный объект? И возникает вопрос о том, насколько наши объекты, которые должны охраняться, находятся под особой охраной, и туда можно беспрепятственно проникнуть. Что вы думаете об этой проблеме вообще? Я могу так сказать, что режимные объекты, охрана режимных объектов и территории, значит, они четко расписаны в каждой организации того или иного организации или предприятия или учреждения. Есть соответствующее положение, инструкции, которые штатные работники должны выполнять соответствующие свои должностные обязанности. Но, к большому сожалению, мы видим, что эти должностные обязанности, они иногда не выполняются и относятся к халатности. И эта халатность, она, к большому, сожалению, приводит к нежелаемым результатам, она есть. Это не только здесь на телевидении, это, вы знаете, и случаи у нас в СИЗО. Вам не кажется, что в последнее время центр этих террористических атак, если раньше это был Бенгалский район, то сейчас этот центр переместился в столицу. Можем вспомнить и подрыв машины депутата Алмаса Джапо на набережной, и много таких еще фактов. Этот центр переместился в столицу. Внешняя угроза безопасности наших граждан, она отошла на второй план. А внутренняя наша безопасность, она
как бы находится сегодня в первом плане. На самом деле, если раньше, значит, наши ребята из правоохранительных органов, таможенные, пограничники, и в том числе и тогда, когда были миротворческие, там погибали сотни людей. И там же также были это самое, похищение людей с целью выкупа. Это тоже терроризм, относится к числу терроризма по определению. И она есть один из методов устрашения населения. Но сегодня там, слава богу, спокойно, а сегодня как бы переместилось это все в нашу столицу. На самом деле это представляет очень большую озабоченность для нашего населения. Они волнуются, потому что есть ряд таких громких дел, к большому сожалению, которые еще до конца не раскрыты. Это подрывы машин, и самые бесконечные вот эти, как его, аварии со смертельным исходом. Много-много здесь, что можно говорить, и в том числе, к большому сожалению, которые имеют неоднократное место похищения наших граждан. А вот интересно посмотреть, как наши жители восприняли вообще этот теракт и что они думают по этому поводу. Давайте посмотрим вместе с вами, потом продолжим беседу. Закончился на следующий день. Почему должны ощущать себя прям небезопасно? Нормально я себя ощущаю. Каждый должен быть бдительным, каждый должен смотреть вокруг, что творится и что делается в это самое. Но мы слишком, по-моему, расслабились и к этому делу относимся более-менее, как говорится, свободно и не считаем, что это до нас не дойдет. Но в конце концов мы убедились, что это действительно везде имеет место, и нам надо быть более бдительными. Насторожить не насторожило, просто неприятное какое-нибудь, конечно, ощущение. Вроде было после войны уже такое спокойствие, а теперь опять. Если это теракт, это против народа, наверное, все-таки республики. Я думаю, что это единичный случай, и на территории Абхазии у нас всегда все будет тихо и спокойно. Потому что правоохранительные органы у нас справляются со своей обязанностью в большей части, и нареканий никаких не заслуживают. К чему может привести? Ничего хорошего. А то, что у нас теракт терактом, а то, что машина сбивает людей и уходит, как ни в чем не бывало. Вот, я хожу. Вот, кстати, вот сбила машина, вроде так и надо, на переходе. Вот там вот, где этот зебра была. Да. И ничего. Так что и этот, конечно, страшно, этот теракт. Дети, естественно, кто не боится этого всего. Не хотим, чтобы это у нас в Абхазии такое было. Прецедент это волнующий, но все-таки, я думаю, наше государство с этим справится. Поэтому и не особенно волнуюсь. В общем, интересно, конечно, но наше общество сейчас удивить чем-то невозможно, да, и нельзя сказать, что так, в панику впали. Здесь я сразу хочу сказать, что и разного мнения тоже относятся. Кто-то близко воспринимает, а кто-то как единичный случай, и все это самое. На самом деле терроризм – это один из способов устрашения населения. Вот, что такое терроризм? Вот по определению терроризм, вот более 100 видов определения терроризма. Они бывают по разным видным причинам. По политическим взглядам, по национальным, по криминальным. Ну, здесь можно это самое много чего перечислить. Вот и в мире существует, вот это, значит, по определению ученых вот, исследований российских, вот более 400 организаций, террористических организаций. И они имеют очень большой оборот финансовый. Этот финансовый оборот составляет более 20 миллиардов долларов годовой. И сказать то, что сегодня вот здесь это самое, как озвучили, что наша сегодня республика, она как бы изолирована от мирового общества, абсолютно нет. Исходя из этого, мы должны делать все по нашей национальной безопасности. Вы хотите сказать, вот, учитывая геополитику, что Абхазия тоже может оказаться вовлечена в эти мировые процессы? В мировые обязательно. Есть ли угроза вообще? Вот весь мир сейчас находится перед угрозой терроризма, а мы, вот Абхазия, Закавказье, тоже узел напряженности. Если мы вспомним, значит, послевоенные годы, если мы вспомним 1994 год, 96 год, 98 год, 2001 год и 2008 год,
Вот это же тоже было терроризм. Ну, это тогда был грузинский след. А здесь... А мировые террористические вот эти группировки, если Аль-Каида и так далее, это вот такие проблемы у нас могут вот быть? Понимаете, кто застрахован? Кто застрахован? Здесь я же вам говорил, что вот это самые причины терроризма, они могут, бывают разные, национальные, религиозные, политические и так далее. Это более 100 видов, то, что это самое. Я о том говорю. Она могут по какой-то причине возникнуть у нас и на территории. В общем, такая угроза есть. Ну, надо быть бдительными. Да, если нет, самое, конечно. И в этих условиях служба госбезопасности наша, вот как вы думаете, сможет, обладает ли вот достаточными ресурсами, здесь, чтобы бороться с таким мировым злом? С этим злом должны бороться в первую очередь это высококвалифицированные профессиональные спецподразделения, допустим, как это самая служба госбезопасности, наши правоохранительные органы и ее структуры, которые, как и есть эти АТЦ, там пограничники, разведки, контрразведки и так далее. Но вместе с тем мы должны консолидированно сообществом бороться против этого страшного зла. Без этого, это самое, знаете, качественного эффекта не будет. Фазыл Лизберович, вот вы возглавляете комитет в парламенте по обороне и национальной безопасности. Скажите, вот какие законодательные акты вот существуют для того, чтобы противодействовать терроризму? Или какие разрабатываются? Да, вот как раз таки вот сейчас у нас в производстве находится законопроект о противодействии этого страшного зла терроризму. И это значит, самым инициатором этого законопроекта выступила наша Генеральная прокуратура. И она находится в производстве в Комитете правовой политики. Надеюсь и думаю, что она будет принята до конца этого года. И этот закон, она на самом деле очень нужна. В этом законе определены все, расписаны все функциональные обязанности и противодействию этого терроризма, и расписаны. Здесь не только то, что касается правоохранительных или специальных подразделений. Здесь и расписаны обязанности, значит, субъектов самоуправления, организаций, даже граждан и так далее, и так далее. Там все четко, все расписано. И там же, значит, по привлечению вооруженных сил, где какие механизмы там вот в законе содержатся противодействия терроризму? Каким образом? Уполномочия прав. Как и перечислили выше, вот механизм, это что не механизм, когда работает тот или иной субъект самоуправления, когда именно в своем регионе, значит, следит за этим, чтобы был порядок и в общественном порядке и так далее, и так далее. События, происходящие в нашей стране, имеют большой резонанс за пределами республики, и особенно в России. Вот мы сделали такой небольшой обзор средств массовой информации российских. Давайте посмотрим, что они пишут о взрыве. Да. Взрыв на территории Абхазской гостелерадиокомпании, произошедший 17 октября, вызвал большой интерес со стороны зарубежных СМИ, особенно российских. На Первом канале в выпуске новостей сообщили о том, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Другие СМИ, в том числе интернет-издания, ссылаясь на различные источники, стали выдвигать версии. Так, для портала «Правда.ру» ситуацию прокомментировал кандидат политических наук Артур Атаев. По его мнению, в теракте могут быть замешаны внешние факторы. Прежде всего, это силы, имеющие статус бандгрупп, диверсионно-террористических организаций, действующих в том числе и в зоне, прилегающей к Абхазии, возможно, турецкий или арабский джихадистский фактор. При этом политолог исключает внутриполитический характер инцидента. ТАСС прокомментировали случившееся как попытку теракта. Газета «Независимая», ссылаясь на источники в Абхазии, полагает, что взрыв планировалось осуществить в многолюдном месте. При этом высказывается мнение, что, возможно, это неудавшееся покушение на кого-то из политиков, так как место происшествия находится рядом с дорогой, трафик на которой в утренние часы весьма интенсивный. А вот самая интересная версия – это украинский след инцидента и мнение о том, что погибший был подчиненным полевого командира армии ДНР Арсения Павлова, известного по прозвищу Моторола. Вот что пишет об этом интернет-издание «В час пик». Имя подрывника Сергей Тарасенко. Известно, что ранее в Абхазии проходили лечение сепаратисты из ДНР, в том числе Моторола, у которого произошел конфликт с местными жителями и едва не завершился перестрелкой.
и намек на то, что, скорее всего, это месть за инцидент. В общем, версий несколько, но факт события, происходящие в Абхазии, тем более такие, уже в первые часы становятся в списке главных новостей российских средств массовой информации. В общем, украинские СМИ мы не зря упомянули, потому что одна из версий о том, что какой-то украинский след вот в этом теракте есть. И вот что вы вообще думаете по поводу версий, которые были озвучены и в СМИ, и вообще общественности? Версия, думать можно о многом. Вот я тоже читаю разные, значит, высказывания по интернету и так далее. Это, значит, я не первый раз слышу, но я думаю, что она никакого отношения украинского следа или другого следа абсолютно здесь нету. Я вот лично, по моему предположению, это террорист, который действовал в одиночку лично в своих целях, который, возможно, имел конкретную задачу, но она никакого следа украинского здесь я не вижу. Да, место, почему именно телевидение, на ваш взгляд, почему он оказался на территории? И думаю, и предполагаю, что объектом для проведения террористического акта, что был телевидение, тоже я отрицаю, отвергаю. Кстати, интересно, что вот обычно вот все теракты, они связывали раньше с Грузией, но сейчас сразу был отвергнут, отвергнута была эта версия. На ваш взгляд, тоже не имеет места Нет, грузинский она след? тоже, здесь грузинский нету. Ну, здесь чуть-чуть, здесь, знаете, мы смотрели же сюжет с самого начала, здесь и министр МВД, и секретарь Совбеза, значит. Здесь мы должны какое-то терпение и время проявить для того, чтобы Следственный комитет качественно завершил свою работу, необходимо какое-то определенное время. В то же время, значит, Следственный комитет уже имеет вещественные доказательства, как телефон, фотоаппарат, установлена, самое главное, его личность, откуда он, и, значит, вот эти другие информационные, которые будет необходимо собрать, вот они сейчас этим занимаются. И я думаю, что и надеюсь на то, что и уверен как-то сам, что этот инцидент, то, что произошло, она будет расследована до логического завершения. В общем, вы хотите сказать, что впервые за 23 года хоть одно громкое преступление будет раскрыто у нас? Есть надежда, да? Конечно, конечно. А вот, кстати, еще одна версия о том, что вот этот инцидент связан с обсуждением проекта ЭКЦ. Потому что у версии этой в Абхазии очень много сторонников. Тоже слышал, значит, они связывают с ЭКЦ, но здесь тоже сразу могу сказать то, что она никакого отношения и связи с ЭКЦ этого не имеет. Но да, на самом деле вопрос ЭКЦ в последнее время особенно, она остро обсуждается в нашем обществе. Как вы знаете, в конце 2014 года был подписан нашими президентами и президентами Российской Федерации договор о союзничестве и стратегическом союзничестве. Исходя из этого договора, значит, там предусмотрена статья из 10 статьи, значит, должно создаваться на территории Абхазии информационно-координационный центр при МВД Российской Федерации и Республики Абхазия. И вот на основании этого договора и статьи составляются последующие международные документы, это как соглашение и положение к этому договору. Но, к большому сожалению, она уже 2 года, они еще не подписаны. И за эти 2 года были различные варианты, как и абхазской стороны, так и российской стороны, но, к большому сожалению, до сих пор нет единого, значит, такого соглашения, которое бы пришли к обоюдному взаимопониманию. Но исходя из этих соглашений, и сами варианты, то, что было под последнее, то, что было представлено, она существенно отличается от предыдущих соглашений, и я думаю, что там есть такие незначительные статьи, пункты, которые на самом деле нужно дорабатывать правовой и международным договорным отношениям, чтобы она не ущемляла суверенитет или независимость нашей республики. Она не является никаким подменом, это мы будем говорить, ведомством Министерства внутренних дел.
Ну, вот эти дискуссии по поводу ИКЦ вы считаете бурей в стакане воды, да? Так точно, да, она бы была основания под собой, да. Но, тем не менее, еще многие говорят о том, что теракт все-таки не случайно произошел на территории телевидения, потому что рассчитывали на медийный эффект, потому что журналисты всполошились. Понимаете, это все предположение. Это все предположение, но я лично, вот исходя из тех, вот то, что сегодня располагает и располагаемой информации, я это не предполагаю, что это так. Ну, если говорить вообще о проблеме терроризма, вот в широком смысле, то если раньше речь шла об индивидуальном терроре, то сейчас жертвами терроризма становятся мирные жители и беззащитные люди. Кроме того, вот Абхазия курортная страна. Вот насколько мы защищены и как мы должны вообще беспокоиться о безопасности не только своих граждан, но и наших гостей. Какие меры, вот, на ваш взгляд, необходимо принять еще? Вот, исходя из того, что мы уже выше говорили, вот, нужно обеспечивать нашу национальную безопасность. А что такое национальная безопасность? Это гарантия защиты и обеспечения прав наших граждан, индивидуально, общественно и так далее. То есть соблюдать все те принципы, которые заложены у нас в Конституции Республики Абхазия. И что-то сами, это не просто то самое. Национальная безопасность, это наше государство, наш суверенитет, наша независимость. И это все входит в обеспечение национальной безопасности нашего государства. Подводя итог всей нашей беседы, вот скажите, вот Абхазия сейчас в центре вот этих политических процессов, мировых процессов, и мир перед угрозой терроризма сейчас, и вот насколько это для нас актуально вот в республике, вот подведите такой итог. Вот в мире, значит, терроризм это мировое зло. Это страшное мировое зло, которое устрашают и ужасают наше население. Вот исходя из этого, вот я тоже говорил выше, значит, против них нужно действовать беспощадно, не только спецподразделениями и правоохранительными органами, как я говорил, здесь мы должны консолидировать, сообща, быть всегда внимательным, кто рядом с нами, потому что, как вы здесь и отмечали, у нас здесь очень много иностранных, значит, в основном это отдыхающие, среди них могут быть, и это самое, поэтому мы должны всегда проявлять бдительность и быть внимательным для того, чтобы противостоять и этому угрозе. Спасибо вам за интересную беседу. У меня на этом все. А нашим телезрителям я напоминаю, что мы говорили о теракте, который произошел на территории абхазского телевидения и вообще о возможной угрозе терроризма. Надо сказать, что методы борьбы в современном мире изменились, и кто и как использует терроризм для достижения своих целей, должны разобраться правоохранительные органы. Но главное, что отодвигать эту проблему на второй план все же не стоит. Я прощаюсь с вами до следующей недели.